За прошедшую неделю в Ленском районе Якутии утонули 2 человека, об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Сообщается, что 25 сентября во время рыбной ловли на реке Лене в собственных рыболовных снастях запутался и утонул житель Ленска 1952 года рождения. Второй несчастный случай произошел несколькими днями позже, 29 сентября на реке Нюе, где утонула жительница поселка Ортонахара 1967 года рождения. Отмечается, что причинами обоих происшествий явилось пренебрежение правилами личной безопасности при нахождении на водоемах. Нетрезвого авиапассажира задержали в аэропорту Нерингринского района Якутии. Транспортные полицейские привлекли нарушителя спокойствия к административной ответственности. По сообщению МВД, командиром экипажа воздушного судна, следовавшего по маршруту Иркутск-Нерингри-Хабаровск, не допущен до полета один из пассажиров. Установлено, что 35-летний житель Иркутска поднялся на борт, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в линейный пункт полиции Чульман-2, где в его отношении составлен протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Нарушителю грозит арест на срок до 15 суток. Житель Нюрбинского района Якутии проник в чужой дом, чтобы согреться. Неизвестный проник в дом жительницы одного из сел. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 25-летний уроженец соседнего села. По информации МВД, мужчина в тот день прогуливался в состоянии алкогольного опьянения. Когда вечером похолодало, он решил найти жилье для ночлега. Заметив, что хозяева близлежащего частного дома отсутствуют, злоумышленник взломал подручными средствами входную дверь и проник внутрь. Затем он затопил в доме печь, чтобы согреться, а утром скрылся, говорится в сообщении МВД. В его отношении возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища. 11 человек были эвакуированы при возгорании, которое случилось в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Марха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Пожар произошел утром 1 октября по улице Экспериментальная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения со второго этажа шел дым. Эвакуировано 11 человек, огнем повреждено кресло и строительный мусор на лестничной клетке, говорится в сообщении. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Виновное лицо устанавливается. Коровы погибли на горящей свалке в Чурапчинском районе Якутии. Обгоревшие трупы 2 коров обнаружили на свалке села Чурапча. Как сообщил глава села, в данное время пожара на полигоне нет. Он связывался с работниками свалки, пожара там нет, люди привозят свой мусор и иногда поджигают, огонь не распространяется, сказал он. Что касается коров, проникающих на территорию полигона и питающихся мусором, глава отметил, что свалка огорожена не по всему периметру. Ограждение есть со стороны дороги, с тыльной стороны его нет, уточнил он. Ранее в соцсетях распространилось видео, автор которого говорит о том, что коровы погибают на местном мусорном полигоне, питаясь отходами. Иномарка въехала в груженный сеном трактор в горном районе Якутии. Столкновение иномарки и трактора с прицепом произошло на 104-м километре федеральной автодороги Вилюй. Как сообщает ГИБДД, 59-летний водитель автомобиля Toyota Corolla с одним пассажиром въехал в заднюю часть тракторного прицепа под управлением 41-летнего мужчины. В результате водитель иномарки получил множественные переломы и ушибы и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы села Бердигистях. Остальные участники ДТП не пострадали. Отмечается, что груженный сеном трактор направлялся из местности Чирия в сторону села Магарас. Со слов тракториста следует, что навстречу ему ехал большой груз с прицепом, и в это время он услышал удар в задней части прицепа. Проверка показала, что все участники ДТП были трезвые. Несовершеннолетний получил травмы по вине водителя маршрутного автобуса в Якутске. Инцидент произошел, когда 50-летний мужчина высаживал пассажиров в неустановленном месте по улице Ларионова. Со слов матери, водитель проехал остановку и только после возмущений пассажиров начал их высаживать. При этом он не остановил полностью автобус, и высадка осуществлялась на ходу. Мальчик при выходе упал и ударился о бордюр, получив ушибы, говорится в сообщении ГИБДД. По проведенному медосвидетельствованию водитель не был выпившим. Проводится административное расследование. Житель республики, давший взятку за место на рынке Сайсары, приговорен к 2 годам лишения свободы условно и оштрафован на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура республики. В июне этого года мужчина передал взятку в размере 80 тысяч рублей заместителю руководителя рынка, после чего его задержали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по республике. На судебном заседании защита обвиняемого подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с раскаянием подсудимого. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Прокуратура Верхневилюйского района оштрафовала руководителя школы за отсутствие кабинета психолога. По сообщению прокуратуры, отсутствие отдельного кабинета педагога-психолога нарушает права учащихся на получение психолого-педагогической помощи в условиях конфиденциальности. Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа, а также внесены представления в адрес директора школы и начальника районного управления образования, говорится в сообщении прокуратуры. Сейчас приняты меры по выделению и оснащению отдельного кабинета для работы школьного педагога-психолога. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.